Какую заявку говорите? Скажите, пожалуйста. Мы получили заявку на замену контактного номера телефона из вашего личного кабинета. Подскажите, данную заявку вы подавали самостоятельно? Нет, я не подавал никакой заявки. Доступ к личному кабинету кому-либо передавали? Нет. В таком случае на основании протокола 5.51 нашего регламента мы ограничиваем ваше финансовое обслуживание и работу нашего личного кабинета на момент данного диалога. Обращаю также ваше внимание на то, что наш диалог записывается в целях улучшения качества обслуживания и также будет направлен в правоохранительные органы и ЦБ РФ по факту мошенничества по отношению к вам, так как ваш случай уже не первый на сегодняшний день по вашему региону. На момент подачи заявления к вашему личному кабинету было подключено несколько устройств. Уточните, вы предпочитаете веб-версию или мобильное приложение? Мобильное приложение. Мобильное приложение. Обнаружено два устройства из вашего личного кабинета, iOS и Android. Скажите, какое ваше устройство? У меня Android. Вас не слышно. Подскажите, пожалуйста, еще раз. У меня Android, говорю. Android. В таком случае я подам заявку в технический отдел для отключения стороннего устройства от вашего личного кабинета. Как по вашим счетам был замечен факт мошенничества, сообщаю, что банк обязуется перевыпустить вашу пластиковую продукцию на безоплатной основе и в экстренном порядке в течение 3-5 рабочих дней. В дальнейшем вам поступит СМС-уведомление о том, что пластиковая продукция готова. На данный момент я обязана закрепить за вами отделение нашего банка, где вы сможете получить ваши продукты. Скажите, где вам удобно получить вашу пластиковую продукцию? Метро Щелковская. Еще раз? Подскажите, пожалуйста. Метро Щелковская, говорю. В таком случае вы получите вашу пластиковую продукцию в удобном для вас отделении, вам придет СМС-уведомление. И имейте в виду, отделение работает до 19:00. Карты получали в конверте на работе или в отделении? В отделении. В отделении. Передавали ли реквизиты или расчетные счета нашего банка на работу? Нет. Насколько я понимаю, ваш зарплатный проект подключен к другому банку? Нет, на этот ВТБ. Также укажите, вклады, счета в банке имеются? Нет, не имеется. Отправляю данную информацию в технический отдел по протоколу о мошенничестве. Пока мы ожидаем, у вас имеются дополнительные вопросы ко мне? Нет, не имеется никакого вопроса. Технический отдел информирует, что у вас активна кредитная линия в нашем банке. Уточню, пользуетесь кредитной картой или же потребительский кредит оформляли? Нет. Уточняю, так как в системе банка отображается ваша заявка на кредит со статусом «Одобрено». На зачисление средств было приостановлено, так как было указано сторонние реквизиты для зачисления, не ваши. Также хочу обратить ваше внимание на то, что в заявке были указаны ваши персональные данные. И так как эти данные были указаны корректно системой, эта заявка была опознана как ваша, и поэтому данная заявка была одобрена. Но согласно протоколу безопасности была приостановлена на момент зачисления кредитных средств, так как в ней были указаны сторонние реквизиты для зачисления, то есть чужой счет, который не зарегистрирован на ваше имя. Так как заявку на кредит вы не подавали, по протоколу я обязана перевести наш звонок на кредитного специалиста, который поможет с решением данной ситуации. Не завершайте звонок, так как для передачи в правоохранительные органы необходима целостная запись данного разговора. Связь не рассоединяйте, не отключайтесь, ожидайте на линии. Благодарю за ожидание. Хорошо. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Смирнова Яна Сергеевна. Я являюсь кредитным специалистом банка ВТБ. Перенаправили информацию, что по отношению к вам происходят мошеннические действия. Угу. Будьте добры, укажите, младший специалист не запрашивал у вас какую-либо личную информацию? Нет, не спрашивал. Не запрашивали. А как давно вы посещали региональное отделение банка, припоминаете? Ну, неделю назад, наверное. Когда были в отделении, ничего подозрительного не заметили? Сотрудники вели себя неподозрительно, может быть, входили в другой кабинет с вашими данными или фотографировали ваши личные данные? Нет, ничего такого не было. В системе банка отображается активная заявка на потребительский кредит. Данную заявку вы не подтвердили, верно? Да, верно. Скажите, вам знаком такой гражданин, как Антонов Дмитрий Сергеевич? Нет, не знаком. Дело в том, что попытка начисления была на счет данного гражданина. Обращаю ваше внимание на то, что в ходе диалога я не имею права запрашивать никакую личную информацию, ни номера карты, ни пароли, ни пин-коды, ни паспортные данные, под запись вы не проговариваете, так как ведется запись диалога. Скажите, у вас имеется доступ к личному кабинету прямо сейчас? Да, имеется, конечно. Будьте добры, поставьте сессию диалога на громкую связь и совершите вход в личный кабинет. Данные для входа не проговаривайте, ведется запись диалога. Угу. Да. Зашел. Пока вы находитесь на линии с банком, никакие несанкционированные списания совершаться не могут, даже если данное кредитование вам одобрено. Проблем со входом не возникало, работает корректно? Да. Укажите, когда вы были в отделении ВТБ банка, вас подключали в чат поддержки ВТБ банка? Нет. Вы пользуетесь таким мессенджером, как WhatsApp? Да, пользуюсь. Так, сейчас будьте добры, нажмите на раздел «Услуги». У вас внизу будет ячейка «Услуги». Угу. И проговорите, какая информация у вас отображается в самом верху экрана. Так, услуги. Услуги, да, нажать? Услуги. Да, там перевод, оплата между счетами. Нет, ГИБДД написано. услуги. У вас внизу будет ячейка «Услуги». Ага, нажал. Вот, и проговорите, что у вас отображается. А что должно У вас отображаться? должно отобразиться решение по данной заявке. Так как в вашем кабинете третьи лица, он работает не совсем корректно. Какая информация у вас отображается в самом верху экрана? А нет, решения никакого не отображается, девушка. Вот хорошо, что у вас, проговорите, будьте добры, какая информация у вас предоставлена. Ну, оплата услуг написано, переводы, оплата услуг. Нет, вы не туда нажали, смотрите. Вы в личном кабинете, и у вас будет ячейка такая «Услуги». Ага. Вот горизонтальная, Угу. вот платежи у вас, история и услуги. Вот Ага. вам нужно нажать на сами услуги. Ага, нажал. Вот, и что там отображается? Оплата услуг, коммунальные платежи. У вас имеется кредит онлайн, или кредит одобрен, или кредитная карта предварительно одобрена? Нет, такого нету. Будьте добры, ожидайте, запрошу информацию технического отдела. Лулу, скажите, а вы через веб-версию совершаете вход или через мобильное приложение? Через мобильное приложение. Через мобильное приложение. Угу, да. Вот вы точно нажали на раздел «Услуги»? У вас там как картинка будет отображаться. Так, сейчас.
Сейчас. Так. Услуги, да, говорить? Повторите, будьте добры. Так. Ну там вот захожу, да, вот здесь главная, накопительная, платежи, услуги здесь нету, девушка. Услуги. Вот мобильная связь, дом, государство, образование, транспорт. Хорошо. На главной открыть главный продукт. Новый продукт. Вот в самом низу, где у вас главное, открыть новый продукт. Угу. И? Дебетовый, кредитный написано. Кредитный. Ага. Нажал. Какая информация у вас отображается сейчас? Снять наличных без комиссии 30 дней 100 000. Что дальше отображается? Так, стоимость обслуживания бесплатно, беспроцентный период 120 дней, уведомление об операциях бесплатно, бонус 30% покупка магазина партнеров. Да. Вернитесь обратно. Ага. Скажите, вы являетесь гражданином Российской Федерации? Да, я являюсь гражданином Российской Федерации. Будьте добры, откройте сейчас заново новый продукт и полностью проговорите, какая информация у вас отображается, перечень. Вот какие продукты у вас отображаются. Тут два, да, вот дебетовый, оплачиваете покупки и услуги, получаете переводы, да. А второй кредитный, пользуйтесь деньгами банка 120 дней, беспроцентно написано. Алло. Будьте добры, вернитесь на главную страницу и, возможно, у вас сверху будет отображаться вот услуги. Нам нужно найти эту ячейку, поскольку в вашем кабинете третьи лица, он работает не совсем корректно. Некорректно отображается все. Девушка, тут услуги нету. Вот я вот проговариваю, кошелек, да, там, а потом карта идет. Услуги здесь нету. Сверху вниз просмотрите. Там внизу диалоги написано, где накопить, безопасность, настройки, проверка близких, не дайте себя обмануть, закрыть доступ, кредитное мошенничество, как распознать мошенника, безопасный интернет. Больше ничего нету. У вас имеется кредит онлайн или кредитная карта? Вот какое-то уведомление. Вот если нажму вот, услуги оформить, да, вот тогда появляется дебетовый кредитный. Скажите, у вас данный номер телефона зарегистрирован Да, в мессенджере WhatsApp? да, По данному номеру телефона? да. Сейчас в течение 30 секунд я подключу вас в чат техподдержки ВТБ. Укажите, вы сможете предоставить мне скриншоты в данный... Я же Сбербанк онлайн зашел, а вам в ВТБ надо зайти? Алло. Будьте добры, зайдите, все верно, нужно зайти в ВТБ. А у меня только Сбербанк, а ВТБ онлайн у меня нет уже. У меня Сбербанк онлайн. А вот Вы не пользуетесь ВТБ банком? не пользуюсь, просто со Сбербанка не получится, да, это делать? Скажите, у вас подкреплен заработный проект или пенсионный проект на дебетовую линию Сбербанка?
У меня заработная карта есть, МИР. Заработный проект, карта МИР, хорошо. Сейчас будьте добры, проговорите баланс по данной карте. Последние 4 цифры, ни в коем случае не полностью. Сумму, И да? баланс по карте. Баланс, да? Ага. Баланс. Да, 125 тысяч 70 копеек. 125 тысяч 76 рублей 75 копеек. Так, 125 тысяч. 76 и 70 копеек. И 70 копеек, хорошо. Будьте добры, сделайте скриншот экрана и перенаправьте в чат Сбербанк онлайн. Я сейчас подключу вас к данному чату. Это через WhatsApp имеете в виду? Все верно, через WhatsApp. Не, WhatsApp сейчас у меня с собой нету, девушка. Я просто сейчас за рулем. И вот У вас нет с собой WhatsApp? WhatsApp вот в другом телефоне осталось, короче, нету, да. Смотрите, карта МИР это у вас заработная плата. Да, Заработная да, карта. да. Проговорите последние 4 цифры карты. Ни в коем случае не полностью. Последние 4 номера карты. 0451. 0461. Нет, 51, девушка. 55-1. 51. У вас одна карта в Сбербанке? Да, у меня один карта. Ну, второй тоже есть, но там, короче, денег нету, просто лежит, он не пользуюсь. Хорошо, Ула, будьте добры, что... Ула, вам поступило СМС-уведомление в мессенджере WhatsApp. Мы перенаправили информацию. Будьте добры, скажите, как часто вам поступают звонки якобы от сотрудников банка? Ну, в WhatsApp Запрашивали какую-то личную информацию? нет, не заказал. Так, вы сейчас в личном кабинете Сбербанка? Да. У вас отображается сейчас вклады, счета, ниже цели, ниже кредиты. Вот кошелек, да, потом идет МИР, Сберкарта, потом Виза карта, который второй, да, потом ниже идет диалоги, безопасность, потом кредиты, потом инвестиции и пенсии. Нажмите на раздел «Кредиты». У вас напротив слова «кредиты» будет зеленый плюс. Нажмите на этот плюс. Ага, нажал. Какая информация у вас отображается? Подобрать кредит на любой цель. Кредит на любые цели. Нажимайте. Нажал. Рассчитать кредитный потенциал. Узнать бесплатно. Подберите кредит, узнайте, сколько вам одобрит банк. Вот. Кредит любой Узнайте, цели. сколько вам одобрит банк. Нажмите. Нажал. Рассчитать бесплатно. Ставка вот 5,9 на 2 года, 13,9%. Сумма кредита 300 тысяч. Продолжить. Продолжить. И узнать. Да, там ежемесячный платеж 8400 на 60 месяцев. На 60 месяцев какая сумма? 358 221 рублей. 221. Да. Ула, сейчас я прошу вам
Что мне делать теперь? Скажите, у вас имеется вторая линия? В смысле вторая линия? Да, да, имеется. Имеется. Как будет поступать звонок, отвечайте. Держать или положить трубку? Поступает звонок. Да. Алло. 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 Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. А меня было слышно ранее? А? Меня зовут Сергей Александрович. Да, Сергей Александрович. Юридическое управление Сбербанка. Ага. Связываемся с вами с выдачей линий для улучшения связи с нашими клиентами. Да, Телефон да. вы также можете перепроверить как по карте, так и на нашем главном сайте. Ага. Я так полагаю, что ранее вы беседовали с нашим специалистом для самостоятельного кредитования, да так? Да, да, да. Да, вас ознакомились с данной процедурой, которая ранее была проведена от вашего имени, правильно понимаю? Да, 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 да. Такое действие у вас вообще впервые происходит? Ага. Я вас услышал. Вы что-то уже проводили со специалистом по личному кабинету? Да. Производили. В дальнейшем специалист вам будет обязан пошагово объяснить касаемо решения данной проблемы. То есть, если вам одобряется данный кредит, то он будет обязан вас консультировать без комиссии, без процентов. Ага. С этим вас также ранее уже ознакомили? Да. Да. Попрошу вас также в дальнейшем соблюдайте статью 183 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неразглашение налоговой, коммерческой, не тоже банковской тайны. Хорошо? Да, просто вас очень плохо слышно, да, вообще неразборчиво слышно. Вот можете более четко там говорить или связь как-то исправить? Меня выглядит плохо слышно? Да, вас вообще неразборчиво слышно, плохо. Давайте вам сейчас перенаберу, уже дойдет. Да, да, давайте перенаберите, а то вообще не слышно вас. Я понял вас, смотрите. Вот, туғандар, мошенниктер бар. Азыр булардын жарым саат убактысын алдым мен азыр. Не кылышыма кызык болуп атат просточу. ВТБдан сразу Сбербанкка өтүп кетти. Вот чалып атат дагы. Алло. Да, да. С вами связывалась горячая линия? Да, позвонили, просто плохо слышно их. Плохо. Смотрите, объясняю ситуацию. Сейчас нам нужно будет зачислить данную сумму денег на вашу пластиковую продукцию. Еще раз повторю, на вашу пластиковую продукцию. Ага, Для того, чтобы мошенники не смогли совершить хищение денежных средств. ага, Смотрите, данное кредитование никак не будет за вами числиться. И сегодняшним днем вы произведете погашение. ага. Также вам будет положена денежная компенсация от банка. В каком размере вас проинформирует закрепленный за вами специалист юридического департамента. Ага. Укажите, вы сейчас в личном кабинете. Да. Сейчас вам нужно, вот где у вас прописана сумма 358 221 рубль, нажать «Оформить» или «Продолжить». Так, сейчас. Сейчас. Так. Да, продолжить нажал. Какая информация у вас отображается? Укажите карты. Написано, укажите карты. Карты для зачисления? Да, да, да. Выбирайте свою. Вот МИР 0451. Карта, которой вы пользуетесь чаще всего. Ага. Да, выбрал. Нажимаете «Продолжить».
продолжить или оформить? Нажал. Какая информация у вас отображается? Появился птичка, вот это, зачислен на счет карта такой-то, такой-то. Так, сейчас деньги зачислены это на карту МИР. Проговорите, будьте добры. 0451, вот денег поступил, говорю. 0451. Да. Проговорите полный баланс по данной карте. Так, сейчас. 436 тысяч 66 рублей 70 копеек. Абдулла, будьте добры, оставайтесь на линии. Запрошу информацию у технического отдела. Сессию диалога не рассоединяйте. Ага. Алло? Алло. Алло. Абдулла, будьте добры. Проговорите последнее уведомление, которое вам поступило от банка Сбербанк. Либо в уведомлениях, либо в СМС-уведомлениях. Ну, СМС-уведомление, да? Или интернет-уведомление, или СМС-уведомление. Ну, пока ничего не приходил. Ничего не пришел, говорю, девушка. Ожидаем в таком случае. Да сколько ожидать-то? Сейчас зарядка у меня может сесть. Абдулла, вы же сказали, что вам поступили денежные средства. Как это вам СМС-уведомление не поступило? Вы мне Нет. проговорили, что... Про поступление деньги это поступило, а больше ничего не Вот, поступило. проговорите данное СМС-уведомление. Сейчас, подождите. Так, вам зачислен, Вам начислен да, 351 тысяча 32 рубля 70 копеек. Так, ну подождите, 352. Да. 352 тысячи 36 рублей 70 копеек. 70 копеек. Так. Запрашиваю информацию технического отдела.
Абдулла, будьте добры. Нужно предоставить в технический отдел скриншот. Вот я вас подсоединила в технический отдел чата поддержки. Будьте добры, предоставьте скриншот. А, девушка, у меня нету WhatsApp. Сейчас с собой нету WhatsApp. У вас несколько мобильных устройств имеется. Ну, у меня несколько Скажите. мобильных. Да. Скажите номер телефона, к которому подкреплен данный мессенджер. Или Viber, может быть, у вас есть. Девушка, на данном номере. с этой кредитом я могу пользоваться или не могу? Зачем вам пользоваться данным кредитом? Ну, Вам лишний. нужно его... Вернуть? Повторите. Вернуть нужно, да, его? Вам нужно произвести погашение кредитного... А, ну как погасить-то? Вы скажите, просто я погашу. Мне нужно будет перевести вас на специалиста юридического департамента. А я не могу, да, Понятно. его? Пользоваться не могу? Вы хотите оставить данные денежные средства себе? Нельзя доставлять или как? Алло. Алло, Ула Абдулла, предоставьте скриншот с экрана о том, что денежные средства поступили к вам на счет. В системе банка не отображается, что деньги ушли. А, понятно. А это, с деньгами я не могу пользоваться, нет? Просто интересно. Вам нужно произвести процедуру погашения кредита. Ну, давайте проведем процедуру. Мне нужно, чтобы вы предоставили скриншот экрана, А, так как Щас. все действия будут предоставляться. ага, сейчас. А как зовут вы? Второй раз звоните, да? Просто второй раз не представились? Или вы... Яна Сергеевна меня зовут. Как? Яна Сергеевна. Яна Сергеевна. Просто мне интересно был, как вы хотите увести мои деньги, да? Вы просто не говорите, это кульминационный момент. Вы где-то на зону сидите или где вы сидите-то? Я Почему я сижу? просто мне интересно, как вы хотите Нет, меня... я не на зоне. Как- Нет, я не буду вам рассказывать Как- весь секрет. Как развести меня пытаетесь, да? Вот кульминационный момент вы не говорите, да? Вот. Мне Нет, к интересно. сожалению. Мне чисто... Давайте мы произведем с вами данную процедуру, и вы узнаете весь процесс. Мне просто чисто человечески, да, вот интересно, как вы разведете людей? А много, да, людей это у вас получается разводить? Очень много. Очень а почему много, вы да? так интересно подписаны в WhatsApp? Хачача. Хачача? Да. А, ну, значит, хачача. Ладно, Олу, хорошего вам дня. Извините, Все, за все, беспокойство. если Всего денег доброго. нужно, скажите, я вот чисто по-человечески могу там скинуть, да, 100-200 рублей, там, сколько вам надо. Не-не-не, это очень мало. Это Это очень очень- мало. а сколько Мне скинуть? нравятся миллионы. Миллионы Мне нравится? нравятся миллионы, Ну, да. кстати, ну, к сожалению, у меня миллионов нету. Я бедный Я вас поняла, работяга, да, хорошо. вот. Хорошо, я поняла, извините. Всего доброго, хорошего дня вам. Ловите побольше, вот есть же такие,